Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Нурмухамбетова Инна Борисовна, олигофрена-педагог-дефектолог. И сегодня у нас продолжение темы социализация. Мы поговорим о формировании таких навыков самообслуживания, как навыки умывания, одевания, и будем говорить о навыках ухода за домом. А также рассмотрим их некоторую специфику и принципы формирования. В прошлой лекции я уже говорила, насколько это важно максимально социализировать детей с синдромом Дауна. И сейчас немного напомню о том, что навыки самообслуживания, они направлены на повышение у ребенка самооценки, направлены на развитие личности ребенка, а также обеспечить ему независимость, самостоятельность и полноценную жизнь в обществе. Естественно, все эти навыки самообслуживания формируются только в семье, и мы здесь с вами, родители, выступаем как единственные специалисты и педагоги. При формировании любого навыка существует некая специфика. Мы не даем навык целиком, мы первое, что должны сделать, разбить данный навык на компоненты. Второе, мы должны определить то, что ребенок уже может сделать сам. И третье, выбрать для него оптимальную последовательность изучения данного навыка. Ну, давайте возьмем в качестве примера навык мытье рук, и на нем разберем уже, вам будет более понятно, о чем я говорю. Итак, чтобы ребенок помыл руки, чтобы научить ребенка мыть руки, мы должны первое, что сделать, взять этот навык и разбить на компоненты. А это значит, что ребенок должен уметь включить воду, подставить руки под струю воды, взять мыло, намылить руки, положить мыло обратно, смыть, потереть руки друг от друга, затем смыть мыло, закрыть кран, взять полотенце, вытереть руки и положить полотенце обратно. Таким образом, у нас получилось 11 компонентов. Вот таким образом мы разбили навык на 11 компонентов. Второе, что мы делаем, мы должны теперь определить, что уже из этого списка наш ребенок умеет делать самостоятельно. И третье, мы должны выбрать для него оптимальную последовательность действий. Но в свою очередь последовательность действий тоже бывает нескольких видов. Она бывает прямая последовательность, это когда мы начинаем изучать навык от первого компонента последовательно вниз до последнего. Бывает обратная последовательность, здесь наоборот, от последнего компонента, от 11, например, от того, что ребенок вешает полотенце, поднимаемся вверх к первому компоненту. Чередование действий можно использовать, то есть компонент вы, компонент ребенок, компонент вы, компонент ребенок. И от простого к сложному. Можно взять самые, на ваш взгляд, простые вещи, с которыми справится ваш ребенок. Сначала освоить их, а уже затем, по мере возможности вашего ребенка, усложнять следующий компонент. Ну, то же самое, например, касается и мытья головы. То есть тоже, чтобы ребенок смог помыть голову, он сначала должен включить воду, намочить волосы, взять шампунь, открыть шампунь, выдавить шампунь на руку, убрать шампунь на место, намылить волосы, закрыть глаза, смыть воду, выключить кран. Здесь тоже получается вот таким образом разбиваем все действия, проверяем, что ребенок может сделать самостоятельно. И уже оптимальную последовательность выбираем для ребенка. Конечно, последовательность, которую вы будете выбирать, она будет зависеть от индивидуальных возможностей вашего малыша. Ну, еще такие некоторые рекомендации. Когда вы начинаете формировать навыки умывания, значит, следите за тем, чтобы вода была всегда теплой. Раковина должна соответствовать росту ребенка. Крючки для полотенца должны находиться на уровне груди. На кранах предпочтительно, конечно, синий и красный маркер. И кусок мыла должен быть небольшого размера для того, чтобы он легко, удобно помещался у ребенка в ладошки и все время не выскальзывал. Если говорить, с какого возраста начинать этот навык, то здесь тоже все достаточно индивидуально. Я знаю детей, которые к 3 годам вполне успешно уже могут это делать.
Вот. Но здесь главное, опять же, если мы будем пробовать в более раннем возрасте, к раковине нам нужна будет какая-то подставочка для того, чтобы ребенку было достаточно комфортно, у него все должно быть под рукой. До крана он должен дотянуться, до мыла он должен дотянуться. Когда мы создаем такие более комфортные для ребенка условия для изучения каких-либо навыков, тогда, конечно, можно уже и с более раннего возраста пробовать их формировать. Теперь поговорим с вами о формировании навыков одевания. Ну и первое, что хочется здесь, конечно, отметить, что в первую очередь мы, когда начинаем формировать данные навыки, ни в коем случае не должны спешить и торопить ребенка. Часто у нас мы на это не обращаем внимания, и мы постоянно куда-то спешим, и нам проще, естественно, одеть его самого быстрее, чем мы будем сидеть и ждать, пока он там 3 часа будет ковыряться, собираться, а мы вечно опаздываем и так далее. То есть формирование данного навыка одевания, он совершенно не терпит спешки. Совершенно не терпит спешки, поэтому здесь первая такая рекомендация – не спешить и не торопить ребенка. Во время формирования данного навыка желательно приобретать ребенку просторную одежду. Исключите на это время какие-то там суперсложные пуговицы, замки, пусть это вообще их там не будет, будут свободные какие-то кофточки, не обтягивающие, пусть это будут штанишки на резинках и так далее. С обувью то же самое, да, пусть это будет липучка, потому что ее проще открывать, чем справляться с этим замком, тем более со шнурками. Ну и, конечно, мы должны понимать, что у ребенка, в свою очередь, для формирования этого навыка должна уже сформироваться определенным образом моторика. Ну и в свою очередь ребенок должен уметь как минимум сохранять позу, не теряя равновесия, действовать 2 руками, иметь представление о своем теле и его частях, владеть щепотным пинцетным захватом, поднимать руки вверх, позже заводить их за спину, сгибать ноги, поднимать ноги и так далее. То есть пока вот какие-то вот такие основные моменты не сформированы, конечно, о формировании данного навыка, наверное, будет все-таки говорить рано. Ну и также мы выбираем навык, разбиваем его на компоненты и выбираем оптимальную последовательность действий. Ну, на примере давайте разберем такой навык, как снимать штанишки. Я вообще хочу сказать, при навыке одевания мы в первую очередь учим ребенка что-либо снимать, а лишь потом надевать. Вообще существует огромный список последовательностей, где написано по пунктам, какой за каким следует изучать данные навыки. Этот список, он достаточно большой, там практически 20 позиций. И я его выложу в конце моей лекции в печатном формате, вы можете спокойно его рассмотреть и изучить. И первое, что стоит в этом списке, это первое, что мы должны научить ребенка сделать, это снимать шапку, кстати, только уж потом ее надевать. Ну и разберем вот навык «снимает штанишки». Значит, данный навык мы делим на 6 компонентов. Первые 3 компонента ребенок проделывает сидя, оставшиеся 3 он уже проделывает стоя. Итак, мы снимаем штанишки ребенку, спускаем до лодыжки, снимаем полностью одну штанину с одной ноги, и ребенок из положения сидя должен снять одну штанину с лодыжки. Значит, этот навык отработали, переходим к следующему шагу. Теперь мы спускаем ему штанишки до лодыжек. И теперь он должен научиться вынимать обе ноги, также в положении сидя, с лодыжек и штанин. Третий навык. Мы спускаем штанишки ему до колена. И малыш также в положении сидя, уже от колена, должен снять штанишки самостоятельно. 4-й шаг. Мы уже переходим в позицию стоя. Здесь мы спускаем ребенку штанишки до бедер сами, а от бедра он должен спустить вниз их самостоятельно.
Затем освоили этот навык, пятый шаг у нас будет, мы приспускаем стали штанишки до поясницы, и от поясницы ребенок должен сам спустить их вниз. И шестой шаг, это мы уже, ребенок сам уже от талии должен спустить штанишки вниз. Обратите внимание здесь на слово «спустить», это не значит, что он должен их спустить и стоя как-то там их снять. Как правило, здесь происходит такой процесс. Он спускает штанишки вниз, а потом что делает? Потом он садится и начинает снимать их с лодыжки, а это тот навык, который мы уже научились делать примерно на первом-втором шаге. Ну, давайте еще рассмотрим такой навык, как надевать штанишки. Он тоже делится здесь на 6 компонентов и несколько идет как бы от обратного. Первое, что, но еще раз хочу напомнить, что сначала мы учим ребенка снимать штанишки. Значит, надевать штанишки. И первое, что мы, значит, получается так, мы одеваем штанишки ему сами до колена. И задача ребенка научиться на первом шаге дотягивать их от колена до бедра. Второй шаг. Уже он дотягивает от лодыжек до бедра. Третий шаг. Мы просовываем одну ногу в штанину сами. Второй он просовывает сам. Четвертый шаг. Уже ребенка уже можно учить, где перед у штанов. И учить просовывать обе ноги в штанины. Пятый шаг. Ребенок уже умеет, он уже умеет до бедер дотягивать, уже дальше от бедер дотягивает штанишки до талии, но только спереди, а сзади поправляем мы сами. И шестой шаг, когда уже ребенок от бедер, сначала спереди, а затем сзади умеет натянуть до талии штанишки. Ну и еще поговорим о том, как учим снимать ботинки. Ну, первое, здесь навык разбивается на 3 такие составные. Первое, что мы делаем, развязываем ребенку шнурки мы, стаскиваем ему ботинок с пятки, оставляя его на носке. И что должен сделать ребенок, так это научиться снимать ботинок лишь с носка. Но этот навык, он как раз-таки здесь имеет чисто такую обратную последовательность действий. То есть, как ребенок научится снимать ботинок только с носка, потом уже учим его снимать с пятки, а только потом добираемся, конечно, до шнурков либо липучек. Ну и чтобы максимально комфортно проходил обучение данному навыку, конечно, как я уже говорила, одежду приобретайте более свободную, обувь без шнурков, замков на липучках. Если мы будем учить ребенка надевать носки, то лучше использовать какие-то папины большие свободные носки для того, чтобы ребенку было удобно их натягивать. Если мы будем учить его расстегивать пуговицы, а в первую очередь мы учим его расстегивать пуговицы, а не застегивать, то достаньте, возможно, у вас есть какое-то старое пальто с хорошими крупными пуговицами, с удобными петлями. Ну и поговорим о навыках ухода за домом. Конечно, их вообще список, конечно, далеко не ограничивается моим, но поговорим о таких нескольких таких важных, что ли, вещах. Значит, и что в моем списке первое стоит на первом месте, то ребенка следует научить убирать за собой игрушки, но и в дальнейшем вещи. Ну, с какого возраста мы это делаем? Естественно, с самого раннего возраста. Ну, будем, конечно, отталкиваться тоже от индивидуальных возможностей малыша, но если вы здесь, то есть мы как начали играть в игрушки, в какие-то развивашки, все это мы все проделываем, примерный возраст это год-полтора. И если мы поиграли и тут же будем на своем примере путем наглядности показывать, что это все нужно собрать, убрать, то в принципе у ребенка этот навык сформируется. Ну, на примере моего сына, например, вот
уже в 3 года у нас не вставал вопрос, что его нужно научить убирать игрушки. И я как-то целенаправленно этому навыку не уделяла какое-то там супер-мега особое внимание, просто после игр мы все убирали вместе, и в 3 года он уже прекрасно понимал мою словесную инструкцию «убери игрушки». И сейчас ему 5, и у него никогда не встает какой-то вопрос, что я там не буду или это не надо. И он как бы здесь у нас все уже убирает за собой. И также вещи в шкаф тоже прекрасно может сложить. Ну, естественно, это будет пока в 5 неаккуратно, но на самом деле для 5 лет это прекрасно, что ребенок может уже убрать за собой игрушки либо вещи. Следует учить таким навыкам, как накрывать на стол, убирать со стола. Здесь тоже я знаю прекрасно очень много детей, которые уже вполне в 3 года справляются с такими простыми вещами. Вот. А все от того, что родители уделяют этому внимание. И мы, вот мамочки, как правило, сидим дома. Ну, не скажу, конечно, что все, но многие. Я сама сидела практически 4 года дома, и я постоянно занималась какими-то делами. И здесь важно привлекать ребенка к каким-то домашним делам. И все время невозможно ему уделять же какое-то внимание там, с этими развивашками, занятиями. Но мы забываем о таком важном поле, как быт. Потому что в быту очень много можно ребенку дать. И без карточек, и без уроков. И таким образом, когда мы привлекаем ребенка к домашним делам достаточно рано, у него вот эти навыки, они сами собой формируются, и потом мы не будем уделять им какое-то пристальное внимание. А если учесть тот факт, что наши дети, они достаточно ритуальны, и когда у них входит это все в привычку, то вообще, в принципе, все прекрасно происходит. Накрывать на стол и убирать со стола тоже очень важный такой навык, потому что можно разложить тарелки, к ним положить там ложки, одинаковое количество, положить там вилки, например, разложить каждому салфетку. То есть здесь даже уже какая-то сортировка тоже начинается, да? Не просто так, а уже какие-то еще другие моменты затрагиваются, помимо навыков самообслуживания. Также и убирать со стола. Главное не бояться, что ребенок что-то там может уронить, что-то разлить и так далее. Это тоже, кстати, очень мешает родителям. Такой навык, как пользоваться стиральной машиной. В наше время проще простого. Мой сын в 3 года начал проявлять вот интерес к этой стирке. Но опять же, потому что я дома целыми днями и все старалась делать с ним. Никогда его не отгоняла никуда, наоборот, привлекала. И он у меня в 3 года уже прекрасно, под моим, конечно, руководством загружал стирку. Я ему говорила, что ложить. Закрывал дверь, включал все кнопочки. Единственное, я сама засыпала порошок. Вот. И после стирки он мне приносил все это белье, и мы его весело развешивали на сушку. При этом здесь можно пополнить как пассивный, так и активный словарь. Потому что там и майки, и носочки, и штаны, и рубашки, и все, что хочешь, мы с вами стираем. Вот. Тоже очень замечательный навык. И тоже вот такие навыки, они тоже делятся на компоненты. И смотрим, что ребенок может сделать самостоятельно, а уже определяем потом оптимальную последовательность. И вот до сих пор у нас ни одна стирка без Орлана не происходит, но на сегодняшний день он уже сам засыпает порошок. Я просто рядом стою, все еще немножко ему не могу доверять, что ли, но все же он большой молодец в этом деле, он значительно продвинулся. Мытье посуды. Но это уже для более старших деток, конечно, непременно тоже нужно учить не бояться, что что-то там разобьет, намочится, если неаккуратно там что-то помоет, но обязательно нужно учить. Во-первых, это упражнения для моторики и сенсорные ощущения, там тактильные можно упражнения, да, здесь получить. И тоже навык делится на компоненты, то есть что мы должны, да, мы должны намочить сначала посуду, намочить губку, добавить средство, либо мыло, потереть посуду, потом ее смыть, потом перевернуть там на полотенце, просушить, а потом еще и по шкафам разложить, да. То есть вот тоже, в принципе, получается, что любые навыки вот нужно делить на компоненты и смотрите, что ребенок может делать сам,
пожалуйста, доверьте ему это дело. Но для маленьких детей, например, опять же, они тоже постоянно проявляют интерес к посуде какой-то. Вот я, например, мою и ложки, вилки, и даю ему раскладывать. Это тоже прекрасное занятие. Открывает шкаф, и здесь ему нужно не просто их накидать, а маленькие к маленьким сложить, большие к большим, вилочки к вилочкам и так далее. Расстилать и застилать кровать. Ну, здесь тоже нужно будет, конечно, делить навыки на компоненты. Вот. Ну и также уже для более взрослых детей, конечно, это пылесосить можно учить, нужно учить, полы помыть, уход за какими-то комнатными растениями, либо за домашними животными. Ребенка можно уже приучать выносить мусор и так далее. Но и еще раз напомню, что все эти навыки, они, конечно, тоже требуют разделения на компонентов. Определяем, что ребенок может сделать сам, и выбираем для него оптимальную последовательность. Самое главное, не бояться и не ждать, что он что-то там не сможет, что он маленький, потому что, разбивая какие-то навыки, мы потом удивительно обнаруживаем, что, боже, да он, оказывается, это все уже умеет, а мы просто этого не пробовали никогда. Поэтому не стоит здесь бояться, больше доверяйте своим детям, естественно. И еще самое важное, они обожают помогать, и я это вижу не только по своему сыну, еще по другим ребятам. Вот у них на самом деле после каждой помощи, прям вот во время процесса невероятно повышается самооценка, и это очень даже заметно. Ну, конечно, в формировании любых навыков мы должны помогать нашим детям, и помощь бывает разная, тоже устная, демонстрационная, наглядная, либо физическая. Ну, устную мы используем тогда, когда у нас с пониманием речи все в порядке, мы достаточно можем использовать речевые устные инструкции, но если их недостаточно, подкрепляем их какой-то наглядностью, либо демонстрацией, либо оказываем физическую помощь. Но здесь важно помнить, что физическая помощь – это не то, что за ребенка нужно сделать все самому. Естественно, нужно не сделать за него, а лишь физически ему помочь. Ну и такие навыки, как, например, вытирать пыль, пылесосить, мыть полы, мыть посуду, такие уже более взрослые какие-то, более взрослые и более серьезные, да, скажем так, навыки, их не стоит превращать в игру. Ни в коем случае. То есть, если вы не сообразно 3-летнего ребенка учить вытирать пыль, потому что мы должны не просто его научить махать тряпкой, а мы должны ему пояснить, что это пыль, это грязь, здесь надо убрать. И убрать не просто так, а убрать хорошо. И нужно помнить, что начиная прививать, формировать какие-то навыки, неважно какие, мы должны делать это не время от времени, а делать постоянно. Только тогда будет успех, и тогда будет ребенок, в принципе, их без проблем запоминать, принимать и помогать нам в дальнейшем. На этом моя лекция подошла к концу. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч. Пока!